Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Знатульна и о картине дня. Сегодня в поселке Мирный Казани в частном доме обнаружили тела двух человек без признаков жизни. Это были супруги. Мужчина 75 лет и женщина, ей было 72. Утром их нашел сын, который пришел навестить родителей. Он сразу же позвонил в экстренные службы. По его словам, в помещении был посторонний запах. Как сообщил МЧС, отравление произошло из-за закрытого дымохода и работающего газового котла. По словам соседей, пенсионеры могли просто забыть выключить его, а запах газа не почувствовали во сне. 1600 единиц угарного газа должны были уйти в трубу, не попадая в помещение. Угореть насмерть 45 единиц всего. То есть потолок безопасности по угарному отравлению навскидку занижен раз в 30. В частных домах эта вся ответственность лежит на хозяевах. Они обязаны проверять. Обязаны проверять и систему отвода, и вентиляции. Они старые уже. Она вообще лежала, говорит, в последнее время. Скорее всего, что раз засоренный запах, если сейчас же все короной переболели, мы запахи не чувствуем. Они одни жили, вдвоем только, а дети их навещали. И приносили еду И вот когда я зашла, печка была отключена, они ее уже отключили. И со слов Азата, он говорит, здесь, говорит, вообще, говорит, было дышать, говорит, невозможно было. И везде, говорит, дым, говорит, был. Такой вот. Они везде все окна открыли. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. В Верховном суде сегодня рассматривали резонансное дело о тройном убийстве. Речь идет о трагедии, которая в январе прошлого года всколыхнула всю республику. По версии следствия, 23-летний казанец из-за конфликта с родителями девушки убил их и свою возлюбленную. После попытался покончить с жизнью, нанес себе ножевые ранения и выпрыгнул из окна. Судебные разбирательства по делу длятся более полугода. Сам процесс называют уникальным. В этом громком деле нет ни одного свидетеля, кроме обвиняемого, который ничего не помнит. В ходе следствия ему провели уже 3 психиатрические экспертизы. Первые 2 в Казанской больнице имени Бехтерева и Московском институте Сербского не смогли дать однозначного ответа, действовал ли обвиняемый в состоянии аффекта. 3-ю экспертизу провели в 6-й городской больнице Санкт-Петербурга. Там признали, Рустам Мухаммадуллин в момент совершения преступления был вменяем. И именно эти данные приобщил к делу суд. Адвокаты обвиняемого настаивали на 4-й экспертизе, но получили отказ. Сегодня после заседания они заявили, их подзащитный не мог самостоятельно нанести себе 10 ножевых ударов. По количеству ударов был допрошен специалист из 111-го главного центра судебных экспертиз Министерства обороны господин Леонов, который пояснил, что направление раневых каналов, локализация телесных повреждений не характерны для лиц, которые приняли бы решение о суициде. В Казани участились случаи наездов на пешеходов. За 2 дня 2 смертельных исхода и несколько серьезных пострадавших. Накануне на Мамадышском тракте сбили 2. В результате 70-летняя женщина от полученных травм погибла. Как оказалось, дорогу она переходила в неположенном месте, хотя рядом находился подземный пешеходный переход. Вечером на этой же дороге сбили 42-летнего мужчину. Его госпитализировали с травмой головы. Днем ранее на Осиновской в результате наезда скончалась 88-летняя пенсионерка. Дорогу она переходила по пешеходному переходу. Под колеса автомобиля на Октябрьской попала 79-летняя женщина. Дорогу переходила на зеленый сигнал светофора. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза. Пострадавшую доставили в больницу. Госавтоинспекция города Казани напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Для безопасности пешеходов также организовано более 2000 регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. В то же время при переходе проезжей части необходимо обязательно убедиться в безопасности дорожного движения. В связи с сезонным сокращением светлого времени суток рекомендуем использовать световозвращающие элементы.
Сегодня в Казани началась прокладка еще одного тоннеля второй ветки метро. Он соединит Ломжинскую с 10-м микрорайоном. Старт работам на станции «Зеланд» дал Рустам Миниханов. К прокладке приступил 600-тонный комплекс «Айсылу». Ранее в Казани завершили проходку второго участка от станции Тулпар до «Зеланда» протяженностью более 2 километров. О перспективах развития городской подземки президенту рассказал руководитель Казметростроя Марат Рахимов. Он отметил, сейчас рассматриваются варианты делать 2 станции до РКБ, либо сосредоточиться на втором участке второй линии до компрессорного завода. Напомним, завершить строительство первых 4 станций планируют к 2027 году. Поехали! В Казани на стене 9-го дома по улице Академика Глушко появился мурал в честь Даниила Маршева. Он участвовал в специальной военной операции России на Украине, командовал разведывательной группой. 5 мая Даниил погиб при выполнении боевого задания уже посмертно. Его наградили орденом Мужества. Церемония прощания с героем прошла на его родине в Тетюшах. Здесь он окончил местную школу. Позже вместе с родителями переехал в Казань и стал студентом энергетического колледжа. По окончании службы в армии поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. После его призвали на Тихоокеанский флот. 16 июня Даниилу Маршеву должно было исполниться 28 лет. Часто гуляем здесь с детьми, рядом живем. Увидели, как рисуют, поинтересовалась в интернете, кто это. Оказывается, герой, который погиб, к сожалению, в спецоперации на Украине. Очень жалко, был еще совсем молодой. Хочу сказать, что это очень важно, чтобы наши дети знали и помнили о своих героях. Очень правильно, что патриотизм развивается среди населения, что показывают наших героев. Сам я тоже служил на флоте. Я считаю, что это обязательно нужно, чтобы просто люди были как-то знали хотя бы вот по такому примеру, что происходит, и что за нас люди, ребята такие молодые гибнут и сражаются за нашу Россию, за нашу Родину. В Казани муралы, посвященные героям спецоперации, уже были. Весной в военном городке Казани появилось огромное панно «Героя России» Дамира Исламова. 7 марта экипаж танка, которым он командовал, вступил в бой с 5 танками противника. 4 из них он уничтожил, но в результате прямого попадания танк Исламова был подбит. Погиб весь экипаж, в том числе и казанский механик-водитель Дамир Гелимханов. В честь него в Казани тоже нарисовали мурал. За героический подвиг оба Дамира были посмертно представлены к званию Героя России. Казанскому батальону по охране важных государственных объектов Росгвардии сегодня исполнилось 15 лет. Торжественное мероприятие прошло в культурном центре «Московский». Росгвардейцы по всей стране охраняют 70 важнейших предприятий. За Казанским батальоном пороховой завод и НИИ химических продуктов. В чем сила войск Национальной гвардии, узнала Олег Рудинова. В зал вносят знамя Казанского батальона. За каждым военнослужащим охрана важных государственных объектов, порохового завода и НИИ химических продуктов. Отмечают 15-летие части, но ее история началась 95 лет назад. Тогда полк приступил к охране порохового завода и Романовского моста. В годы Великой Отечественной войны охранял авиационный завод и госказну. Важные объекты, ценный груз были эвакуированы в Казань. И по сей день достойно личный состав выполняет все поставленные задачи. В воинской части служат как военнослужащие по призыву, так и военнослужащие по контракту. Задачи порой ставятся очень серьезные, поэтому личный состав всегда готов и выполняет поставленные задачи. На данной фотографии командир взвода, с которым я служил. Иван Галишников приступил к охране порохового в 83-м и продолжил династию служивых. Его дед прошел царскую армию, отец воевал Великую Отечественную. Говорит, для него служить в части особенно сложно было в 85-м. Тогда завод менял деревянные заборы. Дозор стоял сутками. Периметр, естественно, был очень большой. Контрольно-следовая полоса. Ее вскапывали, так как техники, будем говорить, практически не было, лопатами. Солдатики граблями разграбляли ее, чтобы она была рыхлая. Выделялась, конечно, и техника. Ну, когда выделяется техника, чтобы вспахали, это был праздник для нас всех. За 15 лет военнослужащими задержано более 22 тысяч нарушителей пропускного режима. За это время пороховой завод сохранил имущество на 110 миллионов рублей. Лучших сегодня наградили медалями и благодарственными письмами. Где бы вот человек не работал, что бы он ни делал, он должен это делать с радостью. Действительно, дома, да, бывает нечасто,
Но самое главное, понимать меня в этом деле близкие, что папа, как сказать, на защите Родины. Большой груз и большая ответственность не только за себя, и еще за других матерей, жен, детей. Номер войсковой части менялся не раз, а вот задачи неизменны. Охрана важных гособъектов и ценных грузов. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Парадоксы дела о взятках и массовой фальсификации с оформлением 80 водительских удостоверений в Татарстане. Как следком и МВД по республике вскрыли выдачу прав 9-летнему мальчику. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов встретился с делегацией из Палестины. Она прибыла в Казань в рамках рабочей поездки в Россию. Президент обсудил с гостями вопросы взаимодействия по линии группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Рустам Минниханов. Президент отметил, среди основных задач группы содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром, налаживание экономического сотрудничества, расширение взаимодействия молодежных и общественных организаций. Палестинские коллеги принимают в этом активное участие, подчеркнул президент. Сегодня в Доме правительства прошло заседание Совета директоров Татспиртпрома. Провел его премьер Алексей Песошин. Обсудили результаты деятельности компании за первое полугодие. В этом году реализация алкогольной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2021 увеличилась на 26%. Объем реализации составил 4 миллиона 769 тысяч декалитров. Татспиртпром выпустил на рынок 2 новых напитка. Выручка компании составила больше 7 миллиардов рублей. В Татарстане хотят ограничить продажу несовершеннолетним энергетиков и товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ. Законопроект сегодня поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета по социальной политике. Парламентарии подчеркнули, опасность представляют портативные газовые зажигалки. Ежегодно фиксируются факты потребления подростками газа, в том числе с летальным исходом. В Набережных Челнах в прошлом году было 4 случая отравления несовершеннолетних таким газом. В январе этого года отравилась бутаном и скончалась 13-летняя девочка. Энергетики также опасны для здоровья, считают эксперты. Концентрация в них кофеина, сахара и других вредных веществ выше, чем в других продуктах. Они вызывают привыкание, говорит инициатор законопроекта, детский омбудсмен Ирина Волынец. Комитет сегодня одобрил предложение и рекомендовал Госсовету принять его в первом чтении. Каким именно образом этот запрет вступит в силу? Скорее всего, будет запрещено не только продавать энергетики несовершеннолетним, но нельзя будет их продавать по аналогии с никотиновой продукцией, с табачными изделиями в радиусе менее 100 метров от школ, других детских учреждений. И, конечно же, нужна еще серьезная просветительская работа. Как сохранить традиции и культуру народов с помощью современных технологий? Сегодня депутаты Госсовета Татарстана обсудили со своими коллегами из Чувашии. В Дрожжиновском районе прошло совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов 2 республик. Подобная встреча не первая. В июне наши депутаты обменивались опытом с парламентариями Башкортостана. 2022 президентом страны объявлен годом культурного наследия народов России. В приграничном Дрожжиновском районе тесно переплетаются традиции русского, татарского и чувашского народов. Чем помог сегодняшний обмен опытом, узнал Дмитрий Аринин. Это тевей называется. Тевей. Моя, алга. Даже названия национальных украшений говорят о том, что татары и чуваши – родственные народы. Чтобы получился такой наряд, в чувашских семьях из поколения в поколение передают монеты, а вместе с ними и традиции. Поем песни, занимаемся рукоделием, которое у нас распространено. Свекровь у меня придет на самопрялке, она соткала. Вот платье, которое на мне, она сама соткала, сама сшила и вышили тоже сами. Как сохранить и приумножить культурное наследие народов с помощью современных технологий, сегодня обсуждали парламентарии Татарстана и Чувашии. Между ними уже много лет действует соглашение о сотрудничестве. Мы углубим наши знания, опыт, который есть, мы поделимся, примем в работу опыты, традиции братского парламента Чувашской республики, и она укрепляет нашу дружбу, мир и согласие в нашем общем доме, в Российской Федерации. В Татарстане работают школы и детские сады с этнокультурным чувашским компонентом. Издается республиканская газета «Сувар», муниципальные газеты на чувашском языке. Границы нас не разделяют. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской республикой, она нас сближает. У нас нет ближе народа,
чем татары для чувашей. И мы, самые близкие для нас, это татары, с кем мы всегда, у кого берем мы опыт работы, с кем делимся с удовольствием, с опытом. В русле цифровизации в обоих республиках реализуется федеральный проект «Пушкинская карта». По ней учреждения культуры стали доступнее для молодежи. Также в Чувашии разработан инновационный учебник для изучения родного языка. Запущен проект «Этникум». По нему чувашскую культуру популяризируют с помощью мультипликации. В Татарстане успешно работают онлайн-школы изучения языка и детский татарский телеканал «Шаян ТВ». Надо уметь осваивать эти вещи. То есть любой человек, любой ребенок сейчас должен уметь снять, смонтировать, озвучить, добавить картинки, и все это на смартфоне. Представляете, это технологии, это программы, это, в конце концов, компьютерная грамотность, это и творчество, конечно. Как же без этого? То есть они должны уметь творить новыми красками. Понимаете, сейчас новые краски появились у людей. Раньше мы карандашом рисовали, они рисуют другими красками, электронными. В Татарстане запущена информационная система «Электронный реестр объектов нематериального культурного наследия». Сюда включили праздник чувашской культуры Уяв, фестиваль Чувашей Закамья Учук и другие объекты чувашской культуры. Как подчеркивают участники, для сохранения культуры народов ее нужно максимально цифровать и транслировать на всех современных площадках коммуникации. Важно, раз в интернете сидят, нам тоже надо им туда цифровизовать, надо и культуру, традиции, то, что самое лучшее, а лучше этого нету. Это закрепление, это архивирование. То есть все наши, скажем, архивы уже сегодня оцифровываются и остаются для будущих поколений в хорошем качестве. По итогам встречи учреждениям культуры Татарстана и Чувашии рекомендовали более тесно сотрудничать и инициировать совместные проекты. Также парламентарии сегодня знакомились с работой домов культуры в селах Новый Убей и Старое Дрожжиное и возложили цветы к монументу славы. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Дрожжиновский район. Сегодня в Альметьевске справили большое новоселье. Здесь заселили 2 многоквартирных дома, построенных Госжилфондом по республиканской программе соципотеки. Ключи в новостройках получили работники Татнефти. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками. В планах возвести здесь детский сад. До 2024 года в Альметьевске Госжилфонд построит для нефтяников еще 6 многоэтажек. Дом красивый, современный. Когда еще начинал строиться этот дом, мы уже планировали, но не ожидали, что очередь все-таки дойдет. И вот так неожиданно позвонили. Детская площадка – это вообще что-то прекрасное. За детьми можно не беспокоиться, можно наблюдать отсюда, они могут спокойно играть. И большой плюс, что нет доступа автомобилей туда. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. 17 сентября в деревне Новый Кырлай Арского района состоится конно-спортивный фестиваль «День коня». В программе праздника впервые чемпионат России по дистанционным конным пробегам, скачки на лошадях татарской, чистокровной, верховой и местной породы, развлекательная программа, ярмарка, дегустация кумыса, увлекательные конкурсы для детей и взрослых. Начало мероприятия в 11 часов. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Сбережения не только от слова «беречь», но и приумножать. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 16% годовых на ваши сбережения. Михайловская усадьба. Место теплых встреч и ярких событий. Проведи мероприятие своей мечты вместе с нами. Держу пари, вы много раз слышали, что списать долги невозможно. Банки якобы такого не позволят. Но Банкрот-центр уже освободил от долгов больше 3000 человек. Банкрот-центр. Гарантия успеха.
Записывайтесь на бесплатную консультацию. Здравствуйте! О погоде на предстоящие сутки поговорим в ближайшие минуты в студии Гульшат Гельмуллина. Данил Мастер дарит скидку в 5% на заказ любой корпусной мебели до конца сентября. А если позвоните сейчас, то получите дизайн-макет мебели и выезд на замер бесплатно. Не ждите, звоните 2-167-166. В погоде пока без изменений. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохраняется, ожидаются дожди. Прохладно, днем всего около 16 тепла. Прохлада сохраняется и в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью около 14, а днем максимум 17 градусов выше нуля. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши облачная погода, местами с дождем. Ночью около 13 тепла, а днем температура воздуха составит 17 градусов со знаком плюс. В Варске, Кукмаре, Балтаси облачно небольшой дождь. Днем столбики термометров будут держаться на отметке 14 градусов тепла. В Болгаре, Держаном, Буинске по прогнозу дожди и небольшое усиление ветра. Днем не выше 14 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно и небольшие осадки. Ночью около 13 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 17 тепла. А в пятницу в республику ворвется теплый атмосферный фронт и температура приблизится к 20 градусам тепла. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В предстоящие сутки в Казани облачная погода сохранится. Пройдут небольшие дожди, ночью до 12 тепла, днем около 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 81%. Магнитное поле Земли спокойное. Вот и сентябрь готов перешагнуть свой экватор. Наслаждайтесь красотой ранней осени и красками природы. Всего доброго!